Сельскохозяйственная перепись, и если вы не против, мы зададим несколько вопросов. Гости, которых не ждали. В кепке, в жилетке и с планшетом в руках. Волонтер микропереписи в полном вооружении. Самира занимается домашним хозяйством несколько лет. Курочки, индюки, перепелки. Последних завела из-за сына. У него аутизм. Мальчик любит говорить с птицами. Сейчас на ферме у нее более 700 перепелок. Никогда не думала, что хобби перерастет в бизнес. На вопросы переписчика отвечает точно и с гордостью. Ну, я считаю, что перепись нашего хозяйства, да, это в первую очередь только положительное, я могу сказать, потому что мы будем знать, вот, как бы жители республики, каким сельскохозяйственной деятельностью они занимаются. Есть же очень много, вот, например, я вступила в этот бизнес, грубо говоря, 3-4 года тому назад только, да. Немногие об этом знали. Переписчики – это чаще всего жители тех населенных пунктов, за которыми они прикреплены. Население их знает и доверяет. В Ингушетии свыше 90 волонтеров. Самое сложное в их работе – обойти все подсобные хозяйства в поселениях. Опрос занимает всего несколько минут, но один переписчик должен посетить более 400 домов. Понимаете, может, а так мы все-таки шан иш хаман гонок востуди дяхкат ялчтак хайстор. Сельскохозяйственная микроперепись проходит каждые 5 лет. В этом году у переписчиков появились планшеты. Вбиваемая в них информация строго конфиденциальна. Заглянуть нельзя. Данные используют без имен. В Ингушетии отработано уже 11 тысяч домохозяйств из 44 тысяч. Ставим задачу усилить темпы обследований, поскольку необходимо, мы предполагаем, в более сжатые сроки получить всю информацию, для того, чтобы у нас было время для оценки той информации, которую мы получили, или те домохозяйства, которые отказались на сегодняшний день, таких вот по республике 8. Эти домохозяйства все равно попадают под перепись, и мы их переписываем по административным данным, которые имеются у нас в администрации. Благодаря этой переписи мы узнаем, какие структурные изменения произошли в сельском хозяйстве, и в дальнейшем это поможет спланировать дальнейшее развитие агропромышленного комплекса. Поэтому сегодня большая просьба к населению республики, чтобы они активно приняли участие в этом процессе, чтобы они с пониманием отнеслись и помогали переписчикам, которые уже начали свою работу с 1 августа. Сельскохозяйственная микроперепись продлится до конца августа, а в октябре переписчики приступят уже к всероссийской переписи населения. Она проходит каждые 10 лет. Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24.